Добрый день, мы приветствуем вас в Центре политико-правовых исследований и продолжаем разбирать предвыборные и поствыборные процессы, которые происходят. Но сегодня мы решили обсудить институт парламента более шире, для чего он предназначен, какие функции должен выполнять и почему зачастую эти функции не выполняет. Поэтому пригласили тех экспертов, которые на эти вопросы экспертно глубоко ответят. Аида Алымбаева, политолог, и Эрик Ирискулбеков, юрист, и в то же время можно назвать и политологом тоже, я так считаю. Ну, в целом, общий пока вопрос, роль парламента в политической системе Кыргызстана. Аида, прошу вас. В Конституции Кыргызской Республики заложено очень много полномочий для парламента, не только в формировании правительства, но и функции например, по контрольные функции, как нужно их выполнять, создание, например, комиссии по расследованию тех или иных событий, принятие отчетов о госструктуре и так далее. То есть, казалось бы, у парламента очень много полномочий, они широкие полномочия, но на самом деле мы увидели, вот если взять прошлый 6-й созыв, что парламент не смог показать себя независимым институтом. Он находился под контролем президента, к сожалению. Да? И мы видели, что парламент не смог также выполнить четко и эффективно свои представительские функции, вдобавок к контрольным функциям. Парламент в основном занимался законотворческой деятельностью, и не всегда те законопроекты, которые поднимал парламент, они соответствовали, я бы сказала, нуждам и потребностям общества, они шли вразрез с тем демократическим нормам. Это можно вспомнить несколько законопроектов и по манипулированию информацией и так далее, и так далее. И как бы после Апрельской революции все ожидали, что мы перейдем к парламентской системе управления, но те принципы, которые были заложены в Конституции, не позволили парламенту все-таки быть независимым и иметь баланс держек и противовесов и служить противовесом президентской системе, к сожалению. И поэтому и к парламенту такое отношение со стороны населения, что большое недоверие, большая критика. И сам состав парламента прошлого в особенности говорит, что он был олигархический, что в нем были представлены в основном представители бизнес-компаний, и они в целом занимались, наверное, продвижением своих узких интересов и не смогли обеспечить очень сильную оппозицию по отношению к президентской системе. Ну, если вкратце, то парламенту, как одной из ветвей власти, согласно нашей действующей конституции, отведено широкий круг полномочий. Но вместе с тем, вот если исходить из теории разделения властей, то Жогорку Кеңеш должен создавать баланс между этими ветвями власти, исполнительской, судебной. Исходя из тех полномочий, которые закреплены в Конституции, это законодательная, контрольная и представительские функции. Но моя оценка на сегодняшний момент парламент осуществляет свои функции только номинально. Я не скажу, что полностью парламент смог достичь целей, поставленных Конституцией, он не смог создать баланс. Относительно, если более подробно говорить о функциях, то вот уже как коллега сказала, что вот и в законотворчестве они не преуспели, в представительских функциях тоже, а контрольных функций только не приходится даже говорить. Это как бы вкратце. Есть такой некий парадокс. Во многом революции 2005 и 2010 года прошли под лозунгом внедрения парламентаризма как действительно народной форме правления, в Кыргызстане. Однако до сих пор, и во многом резонно, Жогорку Кеңеш называют законотворческим отделом аппарата президента из-за его зависимости в части принятия законопроектов и в части невыполнения контрольных функций, которые он должен выполнять. Почему такой парадокс происходит?
Парадокс происходит потому, что президент, в особенности Алмазбек Атамбаев, смог сделать так, чтобы центр принятия решений был сдвинут в его сторону. Что он сделал? Он укрепил Совет Безопасности. Принял закон о Совете Безопасности, укрепил его. Сейчас, например, мы видим, что Совет Безопасности превратился из консультационного органа, в принципе, в исполнительный орган власти. Он мониторит, он оценивает органы правопорядка, например, прокуратуру, ГКНБ, другие правоохранительные органы. То есть Атамбаев сделал так, чтобы принял все инструменты, чтобы он мог давлеть над парламентом. Укрепил Совет Безопасности, сделал так, что при ГКНБ создал антикоррупционную службу и так далее, и так далее. И, к сожалению, хотя авторы Конституции, да, насколько бы мы не уважали их, они не смогли четко распределить, либо снабдить парламент такими инструментами, рычагами, чтобы он был независимым. Президент, мы видим, принимает участие в назначении судей. Президент напрямую назначает, например, председателя ГКНБ, представителей счетной палаты и так далее, и так далее. Да? То есть, к сожалению, авторы Конституции 2010 года дали президенту очень много полномочий. И поэтому, пользуя эти полномочия и укрепляя эти полномочия, президент Атамбаев сделал себя главным центром принятия решений. И, в частности, он использовал ГКНБ, прокуратуру и суды, чтобы они подчинялись напрямую ему. И тем самым ослаб, к сожалению, парламент. И в другой момент нужно отметить, что в парламент пришли, как я уже сказала, те партии, которые представляют интересы все-таки бизнеса. Не было в парламенте оппозиции. Да, был Атамекен, но состав Атамекена был маленький. Другие же партии вели игру с президентом, чтобы обеспечить свою, может быть, устойчивость, чтобы обеспечить свои узкие интересы. Депутаты в парламенте находились в подчинении президента, и они не смогли создать оппозицию большую, и выдерживали статус-кво и продолжали в течение 5 лет работать, скажем так, по течению. Ваша позиция? Да, действительно, вначале было заявлено о развитии парламентаризма. Была принята Конституция. Но это то, что мы задекларировали, к чему мы собираемся стремиться, но на практике не получилось. Не получилось реализовать. Я не скажу, что сейчас мы живем и работаем по Конституции. Если бы мы жили бы по действующей Конституции, то, может быть, какой-то баланс бы действительно был бы. Но как говорится, Конституцией, а практика пошла своим путем. И действительно, институт президента, он подмял под себя другие институты, которые должны были обеспечить систему противовесов, баланса. Что касается Джигурку Кенеш, то надо отметить, что Джигурку Кенеш в парламент будет сильным тогда, когда будут сильные депутаты. Пропорциональная система показала, что через пропорциональную систему не приходят сильные депутаты, а приходят послушные лица, у которых свои узкие интересы. И поскольку в парламенте не было сильных депутатов, независимых депутатов, парламент не смог противостоять, хотя широкий спектр инструментов есть, сдерживать тот же самый институт президента, но в отсутствии реальных кадров депутатов, которые бы могли бы бороться и обеспечивать реальное исполнение Конституции, привело к нынешней ситуации, когда один институт полностью подмял все сферы, и тем более, как уже здесь было выше отмечено,
сколько бы вы ни сокращали бы функции президента, на сегодняшний день по Конституции институт президентства обладает довольно-таки широким спектром полномочий, и в особенности в правоохранительных органах, в частности в органах госбезопасности. Вот. Органы госбезопасности фактически превратились в некий такой карательный орган, который, что уж скрывать, открыто преследовал инакомыслящих и, может быть, ставил на место тех, которые пытались, чтобы вот эта система сдержек и противовесов заработала. Возвращаясь тогда к тем выборам, которые сейчас проходят, следует ли ожидать качественного обновления парламента с учетом того, что очень много партий участвует? И в связи с этим возникает следующий вопрос: насколько следующий парламент будет способен сформировать действительно дееспособный кабинет министров, который не как прежде будет зависеть от аппарата президента? Я бы хотела отметить, что эти выборы действительно были конкурентными. Очень много партий участвует, 16 партий с разными программами, и есть молодые партии. И все зависит, конечно же, от волеизъявления граждан. Но, с другой стороны, мы видели в ходе этого выборного процесса использование админресурса, использование подкупа. В частности, такого не было в истории Кыргызстана, когда 500 000 граждан смогли зарегистрировать себя в качестве избирателя по форме номер 2. Да? Это мы видели, как заводили избирателей в школы, в другие УИКи. И опираясь вот на эти факты, мы думаем, что некоторые проправительственные партии, они пройдут, к сожалению, в парламент, потому что они пользуются ситуацией бедного экономического положения, тяжелого экономического положения граждан, и граждане, наверное, из-за вот их безысходности проголосуют за эти партии. К сожалению, но если провластные партии пройдут, и в них очень много старых депутатов, статистика говорит, что из 120 депутатов текущего созыва 100 депутатов изъявили желание участвовать в выборах, и, наверное, часть из них придет, и поэтому о качественном составе парламента говорить, наверное, не придется, да, если проправительственные партии пройдут. Но, с другой стороны, парламент все-таки по сравнению с исполнительным органом власти, по сравнению с президентской властью, парламент остается открытой структурой, потому что мы видим и в средствах информации, и мы видим, обсуждения прямые происходят и так далее, что парламент будет оставаться открытым, и все зависит, даже если состав такой будет некачественный, то многое зависит от оппозиции. Вот в прошлом созыве мы не видели единого оппозиционного блока. И я думаю, после выборов, если оппозиционные партии не пройдут, то все зависит от них, насколько они будут оказывать давление на парламент быть качественным. Потому что через 3 года у нас будут президентские выборы, грядут местные выборы, и для любой партии, мне кажется, в первые годы, по крайней мере, деятельности в новом созыве, они будут открытыми, отзывчивыми к потребностям избирателей, партий. Поэтому я думаю, насколько оппозиционные партии, если они не пройдут в парламент, создадут вот этот блок сильный, от этого тоже будет зависеть деятельность парламента. Будет ли качественным обновлением? Обновление будет, но качества не будет. Поскольку уже тренд задан, я думаю, что новый состав парламента продолжит предыдущий состав, и никаких существенных изменений не будет. Я не думаю, что появится жесткая оппозиция, которая сможет оппонировать. Она просто туда, если и сейчас в ходе предвыборной гонки есть партии, которые заявляют о своей жесткой оппозиции, они просто туда не попадут при нынешней избирательной системе. Поэтому ожидать от нового парламента что-то такого я бы не стал. Что касается
конкурентности выборов, да. Ну, вы знаете, дело в том, что вот нашу избирательную систему сейчас выстроили таким образом, то есть определили такие рамки, при которых неугодные в парламент не попадут. Ну, даже элементарно вот сейчас, если есть деньги, ты сможешь дорваться до депутатского кресла. Если нету денег, ты не сможешь. Поэтому в парламент придут только послушные люди, у которых есть свой бизнес, вот, и которым будет что терять. И они будут преследовать только свои узкие интересы, нежели чем интересы народа или нашей страны. Я так думаю. Исходя из нашей дискуссии, мы поняли, что много таких институциональных проблем и изъянов, в том числе в Конституции, которые ослабевают парламент. Однако, к сожалению, в нынешних дебатах мы только видим предложение о сокращении количества депутатов и так далее, да, такие немного популистские вещи. Вот действительно, вот какие необходимо сделать законодательные, в том числе изменения, для того, чтобы институционально улучшить парламент как институт власти в Кыргызстане и сделать его эффективным? Что касается нормативных правовых актов, то то есть нормативные правовые акты, они, я думаю, достаточно глубоко и детально разработаны. Даже если возьмем тот же регламент Жорку Кеңеши, да, если даже возьмем контрольные функции парламента, которые описаны в этом регламенте, есть отдельный закон о контрольных функциях Жорку Кеңеши, то в плане нормативном аспекте я думаю, что парламент обеспечен этими полномочиями. Другой факт, что парламент не пользуется этими полномочиями и правами и не исполняет. То есть его нужно как-то заставить, проконтролировать. Поэтому здесь, если при некачественном составе, остается только давление извне. Давление со стороны вот оппозиционных партий, давление со стороны гражданского общества, давление со стороны средств массовой информации и избирателей, чтобы заставить эти партии работать в интересах граждан. Да? И, то есть внутренних стимулов у них работать не будет. Поэтому я вижу только вот давление извне и большая критика со стороны вот оппозиционных партий либо гражданского общества. В нормативном праве даже проведение тех же экспертиз не проводится, да? Экспертиз по правам человека, экологическая поправа там, и так далее, 5 антикоррупционных, они не всегда исполняются. Если говорить о комитетах и о сотрудниках комитетов, которые помогают парламенту, ну, они стараются исполнять свои обязанности, да? Я имею в виду штат парламента. Все зависит от состава и качества самих депутатов. Но я работала с некоторыми правительственными организациями, и мы даже не находили депутатов даже во время пленарных заседаний. Да? А если мы приходили в непленарные дни, то их не было даже вообще в своих кабинетах. Да? Поэтому вот, только давление со стороны при некачественном, если вот, в составе депутатов, только так можно поработать. Ну, сразу прокомментирую относительно того, вот сокращение количества депутатов там вот предлагается. Да. С чем это связано? Это связано с тем, что на сегодняшний день уровень доверия к институтам власти со стороны населения и избирателей очень низкий. Мне кажется, мы прошибли дно. Вот, в этом отношении, в особенности парламент. И доверия абсолютно никакого. И на этом хотят сыграть. Вот сыграть и говорят, давайте мы сократим количество депутатов. Давайте мы лишим их того-то, этого, третьего, десятого. То есть играют на вот недоверии. Вот. И, конечно, народ это поддержит. Но для чего это будет в дальнейшем использовано? Это другой вопрос. Ну, конечно, изменение Конституции, изменение было озвучено о том, что будут административные реформы, все это к этому готовится и воспользуется. Вот. Но никаких изменений, я думаю, не произойдет. Вот даже если мы сократим количество депутатов, там, вот, лишим их определенных там, привилегий и все такое, ВОЗ будет и там же будет. В чем проблема?
Сказать, что нету каких-либо гарантий деятельности парламента, я бы не сказал. Широкий круг полномочий. Вот. И примеров тому очень много, когда надо парламент, он эти ресурсы имеет и реализует. Ну, сокращение, даже пример связан с неприкосновенностью президента. Ну, смогли же, сделали, когда надо было. Проблема заключается, я думаю, в том, что весь спектр инструментов есть, но некому их реализовывать там. Нету людей, способных на полную, можно сказать, ну хотя бы на четверть заставить, чтобы парламент работал. Вот. Но если в частности возьмем законотворческую функцию, вот, там есть депутаты, которые обладают законотворческой техникой, да нету, там единицы просто. Вот если проанализировать все деятельность всех 120 депутатов, только горстка депутатов, кто реально смог разработать законопроект, который будет менять реально жизнь нашего населения. А очень большая часть, они же просто там сидели и протирали, извините за штаны же, вот, относительно контрольных функций. Даже на 10% не реализовались. Я уже не говорю о представительских и других функциях. Проблема именно в кадрах, независимых кадрах, которые... Но если система не позволяет таким людям прийти, то что мы можем ожидать от этого парламента? Ничего. Я еще хочу добавить. Я хотела бы добавить все-таки, ну, мы не знаем исход этих выборов, но если оппозиционные партии не пройдут в парламент, то я бы призвала оппозиционные партии начать обсуждение принятия изменений либо разработку новой конституции. Если они, не парламентские оппозиционные партии начнут создавать такие совещательные платформы, где будут инициировать создание новой конституции, я думаю, что те проправительственные даже партии, которые пройдут, они вынуждены будут подключиться к этому процессу, потому что есть народная инициатива по принятию законотворчества, 10 тысяч голосов, подписей нужно. Только вот за деятельность парламента этим правом воспользовались только один раз при принятии закона о домашнем насилии. И политические партии, которые не пройдут оппозиционный в парламент, могут вот таким образом создавать запрос на новые инициативы. Если не все-таки мы не изменим эту конституцию, президент будет продолжать являться главным центром принятия решений. Парламент будет продолжать оставаться давлеть над парламентом, и у нас будет не будет системы сдержек и противодействия, и никаких изменений в стране можно не ожидать. Это будет последний вопрос. Вы можете не только на этот вопрос опираться и сказать то, что хотели бы сказать о парламенте, но я в свете политического прогнозирования и с учетом того, что вы уже видите политический ландшафт, который будет по результатам выборов, какие контуры кабинета министров, будет ли он эти свои функции реально выполнять, и во-вторых, насколько результаты выборов парламентских будут влиять на выборы президента 2023 года. Прошу вас. Я думаю, эти выборы были со стороны власти спрогнозированы так, чтобы проправительственные партии, 1 или 2 или 3, смогли занять большинство мест. Видя неспособность, видя зависимость парламента, ее слабость парламента, я думаю, власти таки просчитывали, что пройдут проправительственные партии и с учетом, с прогнозом на то, как бы эти выборы повлияли на благоприятный исход президентских выборов. По этому сценарию мы сейчас и двигаемся. Да? Мы видим финансирование большое этих партий, использование админресурсов и так далее. Поэтому я опять же говорю, независимость от исхода выборов нужно создавать сильную оппозицию. Оппозиционным партиям, которые сейчас, к сожалению, раздроблены, которые конкурируют с друг другом, нужно объединяться во имя развития Кыргызстана и задавать тон, не ждать, пока президент будет давлеть. Создавать конституционное совещание, создавать запрос на то, что изменить эту конституцию, потому что если мы не сделаем президента слабым, мы ничего не изменим в этой стране.
Нужно урезать полномочия президента, пусть это будет через 3 года, когда будут новые президентские выборы, но нужно сделать так, чтобы ослабить этот институт. Он должен быть, потому что даже в любых государствах парламентская система управления, номинально президент существует, но у него только церемониальные функции. Он должен вмешиваться только тогда, когда в парламенте происходит кризис, и когда парламент не может выбрать правительство и так далее, и так далее. Президент должен быть, но он только должен оставаться вот с ограниченными функциями. Поэтому я призываю политические партии, которые не пройдут в парламент, работать сообща, вместе и создавать культуру сильной внепарламентской оппозиции в стране. Может быть, вы еще добавите насчет преддверий выборов, как это Ну, в частности, относительно того, кто пройдет, ну, понятно, что пройдет партия власти, пройдут спутники этой партии власти. Я не думаю, что пройдет какая-то реальная оппозиционная партия, к тому нету никаких возможностей у них. Возможно, пройдет квази такая, так называемая, оппозиционная партия. Вот, на самом деле она будет в парламенте соглашаться со всеми действиями, вот, и то, что будет спускаться там сверху. Вот, поэтому я не думаю, что будет... Конечно, коалиция будет сформирована. Вот, парламент будет работать своим чередом, как положено, как там прописано. Вот. Но создать хорошую коалицию, которая сможет сформировать реальный кабинет министров, кабинет кризис-менеджеров, они не смогут. Ну, как бы печально это все не звучало, но вот это реалии нашего дня. И я думаю, что новый кабинет министров, он существенного ничего не сможет сделать. И опять-таки мы столкнемся с тем, что нету кадров, кто бы мог бы это реально реализовывать. Сейчас даже в тех программах, которые звучат у политических партий, даже у ведущих политических партий, это полная утопия. То, что они говорят. Вот. На деле будет тяжело, мне кажется, для народа. Вот. Что касается изменений Конституции, ну, я хотел бы отметить, что ну сколько можно менять эту Конституцию? Ну давайте, чтобы хотя бы эта Конституция смогла до конца себя реализовать. Мы же даже 10% его не реализовали. Вот. Президент не живет, то есть, точнее, институт президентства не живет по Конституции. Парламент не живет по Конституции. Правительство не живет по Конституции. Когда мы будем жить по Конституции? Вот. А еще какой вопрос вы говорите? В свете преддверия президентских выборов, как будет влиять результаты? Ну, я думаю, что результаты выборов, какие бы они ни были, они народом не будут восприняты. Абсолютно. Почему? Потому что, да, выборы это такой инструмент спустить пар, можно сказать. Но в тех условиях, которые сейчас выборный процесс проходит, конечно, наше население, переживая вот эту пандемию, она столкнулась с очень многими вызовами, и народу пришлось самому себя из этого процесса вытаскивать. Он уже не надеется ни на власть, ни на что, только на свои силы. Да, выборы пройдут, и придут люди, которых народ тоже не будет воспринимать. Вот. И правительство будет сформировано, которое тоже не будет воспринимать. И вот я думаю, что если вот в таком сценарии и дальше будет продолжаться, к сожалению, мне кажется, просто мы придем к ситуации 2005-2010 года. Конечно, не хотелось бы, мы сами устали от этого процесса. Вот. Поэтому необходимы кардинальные такие меры, которые просто будут вызывать у народа не просто хоть какую-то симпатию, хоть какую-то поддержку, понимаете. Без этого, конечно, увы, к сожалению, мы можем все вот в эти тартары опять сгинуть. Я хотела также добавить, что наша государственная структура, они слабые. Да?
И, может быть, их слабость и позволяет создавать возможность кооперировать как бы с избирателями, с гражданами, с партиями. Потому что мы видим, что на местах не работают государственные структуры, не обеспечивают они граждан с необходимыми как бы услугами, да? Власть слаба, и в то же время эта слабость вынуждает их выходить на компромисс. Искать точки соприкосновения, искать точки возможности, чтобы обеспечить свою как бы устойчивость. И вот эта среда, она очень хороша тем, что вынужден будет и парламент, и президент по каким-то вопросам соглашаться с нами. Вот даже возьмем вопрос реформирования МВД и вопрос установления камер на дорогах. Это было сделано не из-за того, что правительство захотело так. Это очень бюджетный процесс, очень много денег стоило для нас, несколько тендеров было проведено, но запрос и сильная потребность населения вынудила их принимать вот такие меры. И поэтому слабость власти заставляет ее искать компромиссы с народом. Поэтому они тоже находятся в очень таком, очень щепетильном положении, да, что экономически мы слабая страна, зависимая от других стран, не можем обеспечить народ работой и так далее. И поэтому это их будет вынуждать искать пути того, чтобы идти на компромиссы. Это может быть, это хорошо, что они будут вынуждены откликаться на вот такие инициативы, которые будут исходить от партии, либо со стороны других общественных движений. Хорошо. Здесь окно возможностей остается. Спасибо большое. Я напомню зрителям, которые нас сегодня смотрят, аудитории, что в Центре политико-правовых исследований мы попытались рассмотреть роль парламента в политической системе Кыргызстана и какая роль его должна быть на самом деле. Но эта тема очень длинная, глубокая, требующая ни одной встречи и обсуждения. Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в гостях были Аида Алымбаева, политолог, и Эрик Рыскулбеков, юрист.